Заранее этот человек делится с нами в подарок. Вот кто-нибудь в зал пришел, заплатил деньги? Не заплатили? Потому что наше турне, оно благотворительное. На самом деле наша миссия, наша цель – помогать людям. И сегодня такая есть возможность у каждого из вас послушать этого человека, потому что я ему очень благодарна, потому что благодаря нему мое мышление меняется, моя жизнь изменилась. Я никогда не думала, что я могу за 2 года выйти на такие результаты. У меня результат лично мой, я получила по продукции результат, у меня прошла грыжа позвоночника. Есть такие проблемы вот у кого-нибудь? Есть, да? Наверное, вы меня поймете, это бесконечные массажи, это уколы, на каблуках вообще невозможно ходить. Вот, у меня была такая проблема, благодаря продукции этой проблемы нету. У меня идет омоложение, мне 41 год. На самом деле я чувствую, что за это время у меня пошло мощное омоложение, у меня волосы укрепились. Это вот чисто по продукции результат. Но самое главное, у меня поменялось мышление. Мышление, потому что у меня было мышление обыкновенного работника. Я думала, что нужно работать, что нужно там дом, работа, магазин. Вот эта схема знакома, да? Дом, работа, магазин. Путешествовать не могла позволить себе, и либо путешествовала в кредит, тоже знакомо, да? Вот, сейчас благодаря Академии «Успех вместе», благодаря наставнику, вы не представляете, я осуществила свою мечту. Я осуществила свою мечту, я смогла подарить папе автомобиль за наличку. Понимаете? И это все благодаря наставнику, благодаря его рекомендациям. На самом деле вам очень крупно повезло, потому что этот человек сейчас находится здесь, в вашем городе. И я хочу, чтобы вы все поприветствовали. Сертифицированный бизнес-тренер от Брайана Трейси. Человек, практик Андрей Артурович Шаура. Дорогих гостей музыкальным номером от Алдана Рожина. Алдан Рожин, хомусист, импровизатор Республики Саха-Якутия, победитель многих всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.
Раз. Доброго времени, уважаемые гости, уважаемые партнеры, друзья. Всех рад приветствовать, а также всех рад приветствовать, кто находится сегодня в интернете. Мы
немного сегодня задержались, потому что рейс задержался, самолет практически на сутки, но ничего, то есть практически мы сегодня успели, друзья. И я вас хочу поздравить, потому что у вас сегодня просто невероятный день, потому что к вам приехали топ-лидеры с разных стран и городов, с которыми вы сегодня можете познакомиться. Но самое главное, это к вам приехал сегодня человек-легенда. Это человек, который инвестировал много времени и средств в собственное обучение и теперь делится с нами абсолютно безвозмездно. Это человек, который изменил уже судьбы сотни тысяч людей в разных странах и городах, является президентом обучающей академии «Успех вместе», имеет чек номер 1 в компании, является сертифицированным бизнес-тренером от Брайана Трейси. Давайте, друзья, поприветствуем Андрея Артурович Шаура! Доброе время, Якут! Присаживайтесь, у меня отличные новости. Тут пахнет едой, мы сказать, что практически не пили воду. Вот сейчас первый глоток будем делать, поэтому я 10 минут выступлю, и мы пойдем кушать. Потому что вы, наверное, торопитесь, да? Нет, Как у вас настроение? Супер! Точно? Да. Сегодня мы поговорим с вами о возможностях успеха, о возможностях той жизни, о которой люди мечтают, но вы думаете, математика и английский язык и биология делают людей богатыми? Вы думаете, знание русского языка или якутского делает людей богатыми? Нет. Если вы так вот думаете, вы далеко заблуждаетесь. Богатыми людей делает его мышление. Теперь смотрите, я родился в Советском Союзе. Мы жили вчетвером в двухкомнатной хрущевке. Бабушка работала с двумя красными дипломами в гигиене труда и подрабатывала еще также иногда в 2 смены. Тут весело, тут детские какие-то утренники. Люблю детей, надо их сюда пригласить. Потому что для детей надо давать такую информацию изначально. Потому что дети, если будут такую информацию получать, то они будут мыслить по-другому. Ну и вот, друзья, что получается? Получается, что бабушка работала в скорой помощи, 2 красных диплома. Ее не сделали что? Богатой. Мы жили вчетвером в двухкомнатной хрущевке. У нас за всю жизнь, ну вот в те времена не было машины, гаража собственной. И я ни разу не был в детстве на море. Вот вам красные дипломы. Понимаете? Мама у меня работала инженером, папа работал водителем КРАЗа в 2-3 смены. Я такой же, как и вы. Но я не согласился с тем, что буду жить так, как все. И стал стремиться искать возможности. Простыми словами, у меня не было желания делать то, что делают все, потому что я видел, что по телевизору в тот момент показывали современные вот фильмы, где люди там ходили в костюмах, галстуках, с чемоданчиком, ну, показывали какие-то небоскребы. И я понимал, что люди живут как-то по-другому. И когда я маме об этом говорил, она Андрей говорила: иди на завод, работай. Иди, поступай в институт, тогда у нас был институт, а потом у нас институт переименовался в академию. Иди работай, мы, может быть, как-то тебя пристроим по знакомству на завод. Может быть, хоть какая-то там у тебя работа будет или должность. То есть, если вы так будете мыслить, у вас будет бедное мышление. Хоть как-нибудь жить. Хоть какую-нибудь работу, хоть какую-нибудь должность. А вот если вы будете мыслить как король, вы будете королем. Если вы будете мыслить как чемпион, вы будете кем? Чемпионом. Если вы не будете согласны с той жизнью, в которой вы сегодня находитесь, вы будете успешны.
И вот, друзья, мы сейчас с вами об этом будем разговаривать. Мы будем сейчас с вами об этом разговаривать. Потому что более 7 миллиардов людей на планете Земля мечтают об одном и том же. Я, кстати, не рассказал, что дальше произошло. Дальше я нашел богатого наставника. И ни одного. Богатого наставника в разных сферах жизни. Это профессоров, это академиков, это чемпионов мира, это интернет-предпринимателей, это бизнес-тренеров, это мэтров, которые передали мне частичку своих знаний. Я заплатил за обучение более 20 миллионов рублей и побывал более чем 50 стран мира. И вы знаете, это самая лучшая моя в жизни была покупка. Купить знания богатого человека. Купить знания богатого человека, это была моя лучшая покупка в жизни. Вот представьте, человек живет всю жизнь, и он становится профессионалом в сфере музыки, или в сфере спорта, или в сфере здорового питания. Но сколько ошибок-то он сделал? Сколько он проиграл, когда он шел к этому результату. И вы представляете, вы берете, просто покупаете знания человека и не делаете ошибки. Вот к чему я пришел. И поэтому лучшая инвестиция, мой наставник сказал, это в путешествие и это в знания. Мои наставники это люди, которые являются номером 1 в мире. Например, Брайан Трейси написал более 30 книг бестселлеров. Одна книга бестселлер это случайность, 2 закономерность, 3 истина. Ну а 30? Представьте, каждая книга востребована. И сегодня у нас совместная программа, мы обучаем руководителей Сбербанка, топ-менеджеров, BMW. И все это стоит очень дорого. То есть мы продаем свои знания для крупных корпораций за $100 000 несколько часов выступления. Вот у вас в Якутии есть плюс и минус. Я для вас буду выступать в подарок. Я сам заплатил за самолет, я сам заплатил за гостиницу, я сам заплатил за еду, которая здесь есть была. Представляете? И ни копейки ни у кого вас не возьму. Это мне жирный плюс. Я заплатил, я это ценю. Человек, который получает в подарок, он может это не ценить. Почему я это делаю? Сегодня я делаю благотворительный тур вместе с топ-лидерами. В течение 60 дней мы планируем посетить 7 стран мира, и более 30 городов. Представляете масштаб? И я вам сейчас что-то покажу. Мы 1 марта начали встречу в городе Чита. 2 марта в городе Чита. 3 марта Улан-Удэ. 4 марта Улан-Удэ. То есть 4 дня мы уже выступали в разных городах. 5 мы выступаем Якутия. 6 мы выступаем Якутия. Круто? График у нас какой? 10 марта мы выступаем Иркутск, 13-14 марта Кызыл, 16-17 Красноярск, 20-21 Новосибирск, 23-24 Москва и так далее. И вот мы сегодня знания людям даем в подарок, потому что мною было принято решение, что Академия «Успех вместе» должна быть благотворительной. И мы знания даем безвозмездно, потому что если кто-то из вас изучал религию, кто из вас вообще духовно развитый человек? Есть такие, кто верит в Бога, во Вселенную? Есть такие? О, есть, да? Религии основных 4 в мире. Это Веды, буддизм, христианство и мусульманство. То есть 4 основных религии. Но все верят в одно и то же.
И законы везде одинаковые. Относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. То есть, понимаете, что мы должны понимать? Что духовная составляющая должна присутствовать у человека. Вот если мы посмотрим вот сюда, у нас вот баннер. И тут мы видим левое крыло и правое крыло. То есть мы говорим о том, что человек это орел. В смысле не курица. То есть курица, она сидит в курятнике. У нее есть крылья, но она не летает. Она не парит. И большинство людей, к сожалению, на планете Земля забыли, что они рождены орлами. Они при жизни курицы. Они боятся прийти на презентацию, они боятся прийти на тренинг, они боятся начинать какие-то новые технологии применять. Они ни во что не верят. Причем другая курица рядом говорит, не ходи. У тебя не получится. Это не для тебя. Иди выращивай говядину или там оленину. Вот это твое. Я не понял, а кто вам сказал, что это ваше? Кто вам это придумал вообще, что это ваше? Ну, какая-то работа. Это вам навязали. Так вот, по-настоящему мы напоминаем человеку, что он птица, рожденная на планете Земля. Птица должна парить, у птицы должно быть обязательно 2 крыла, 50% духовная составляющая, то есть благотворительность, добро, благие дела, и 50% финансовая составляющая. И мы еще говорим, что птица не забывала, и зеленая земля это экология, это здоровье, и чтобы она приземлялась на землю, то есть чтобы иногда, скажем так, не звездила. Вот это вот логотип, вот об этом говорит. В этом глубокий смысл. И вот что получается, друзья? Получается, что на сегодняшний день у каждого из нас может изменить свою жизнь. Я сейчас вам расскажу такие вещи, вы будете поражены. Вот я люблю Якутию, но мое мышление не позволило бы мне здесь жить. Потому что, нет, не потому что холодно, потому что я уже отношусь к успеху, как, понимаете, с точки зрения бизнес-тренера, я сразу статистику провожу. Ну, во-первых, в Якутии продолжительность жизни, то есть средняя, то есть она не высокая. Дальше, то есть, скажем так, солнечные лучи, фрукты, овощи, грибы, ягода. Ну, то есть, я имею в виду, в полноценном количестве этого, естественно, не хватает. Например, в Монако средняя продолжительность жизни женщины 95 лет. И если бы я был женщиной, я бы жил в Монако. То есть, понимаете, о чем я говорю? Ну, то есть, вот мышление мое не позволило бы мне уже здесь жить. Если бы я, конечно, не знал бы об этом, я бы здесь жил спокойно. Но когда ты уже знаешь об этом, то есть ты берешь и из Якутии легко улетаешь хоть куда. Вопрос, что у страха, куда я поеду, кому я буду нужен, а где я буду работать. Понимаете, это же опять же страх. То есть еще соседняя курица говорит, сиди здесь. Но я хочу вас обрадовать, я вас научу зарабатывать через телефон в Якутии от $1500 до несколько десятков тысяч долларов. А если вы научитесь в телефоне зарабатывать, вы поймете, что вы не привязаны к городу. Потому что вы зарабатываете где? В телефоне. В телефоне, поэтому, в принципе, нет страха. И вот примерная моя жизнь, смотрите. Более 50 стран мира посетил, телевизор 13 лет не смотрю, меня показывают самого по телевизору, занимаюсь благотворительностью, даю людям подарки, деньги, устраиваю акции, потому что мне нравится это делать. Провожу разные тренинги, потому что мой наставник сказал, и в религиях это написано, 10% ты должен инвестировать в благотворительность. Я же вам начал с 4 религий. Так вот, во всех основных религиях говорится, 10% отдавай.
Понимаете? И вот почему у нас тренинги, ну, я слово бесплатно не люблю от слова без. Я люблю вот в подарок. Да, там, я не люблю слово работа от слова ра. Я люблю слово трудиться. Я не люблю слово спасибо, я люблю слово благодарю. То есть я уже, вот видите, по-другому начал ко всему относиться. И вот у нас полный зал в городе Чита, полный зал в городе Улан-Удэ. Мы помогаем, развиваем людей. Кто хочет, меняет свою жизнь, кто не хочет. Да. Ну вот я вам сказал, что есть две новости. Что тренинг в подарок. А стоит он десятки тысяч долларов. Он в подарок, а стоит он десятки тысяч долларов. А как оценить? А камень только может оценить ювелир. Я вот 100% знаю, что вы вот в этом зале не сможете определить определенные камни, хотя вы живете там, где камни добывают. Вы не сможете оценить, сколько карат, фианит, не фианит, настоящий бриллиант или выращенный бриллиант. Есть сейчас выращенные бриллианты, знаете? Их даже добывать не надо. Да. И вот так вот. И вы не поймете. Потому что только ювелир может давать что? Оценку. Ну, к примеру, вот часы. Ну вот часы, вот простой пример. Ну вот так вот посмотрит человек. Ну часы, ну что там, 5 тысяч, 10 тысяч рублей. Ну как человек подумает? Ну часы да часы, да? А вот на самом деле, да, 27 тысяч долларов. 1 миллион 750 тысяч рублей. Ну, понимаете, о чем я говорю? Ну вот, фишка вот в этом, чтобы что-то оценивать, нужно понимать. И вам я рекомендую сегодня понять, что у вас сегодня очень дорогой тренинг. Это надо оценить, осознать и начать что? Действовать. Но самое интересное, у вас завтра в этом зале будет еще главнее тренинг. И вот вы знаете, моя черта какая, вот мы не сдались, самолет откладывали. Я вот не спал сегодня еще, ну вообще, в самолете там немного покумарили, а так более суток мы не спали. Постоянно контролировали. Авиалиния Якутия, она всегда вот такая. Рейс, мы же вчера приехали в аэропорт, мы все прошли, зашли. Нас уже в отстойник загнали, уже автобусы подогнали, багаж сдан. Понимаете или нет? Уже все. А потом говорят, 20 минут типа задержка. Хорошо. Потом час. Фу, хорошо. Потом говорят, вы можете сходить пока в кафе. Я уже думаю, ну что-то тоже хорошо, чай пойдем попьем. Ну, думаю, хоть посидим там, потрудимся. А потом идите домой. Мы говорим, а во сколько вылет-то? А неизвестно. Отслеживайте. Ну, фантастика, нет? В смысле, а как отслеживать? Где отслеживать? Никакой информации. В 3 ночи звоним никакой, в 5 ночи звоним никакой. Ну ты же понимаешь, что рейс улетит, а мне же людям надо помогать. Ты же не спать-то не ложишься. И потом в 7 утра никакой информации. В 8:15 уже по якутскому говорят, через час перезвоните, будет информация. В 9:15 звоню, никакой информации нет, точной информации теперь нет. Ты не спишь, ну, понимаешь, это вообще класс. Я уже в Москву звоню, появится информация позже, ждите. И вот сидишь вот так вот и не понимаешь, когда вылететь. И вот ты не ешь, ты никуда не идешь, ты вот сидишь, контролируешь. Но мы справились с этим, всех собрали, всех привезли, ни один не отстал. Ну и дальше. Вылет будет, потом сказали, в 11:15. Мы туда приехали.
задерживается. То есть мы уже там, а мы не ели, не завтракали. Представляете? То есть не спали. Уже в 11:15 сидим уже, все, задержка до 11:50. Классно, сидим дальше. Потом это 12:50. Фантастика. Это мы уже опять приехали в аэропорт, опять прошли. Потом говорят, что-то в 13:30 будет вылет. Я уже считаю, думаю, нифига, мы уже опаздываем. Вот заранее летишь, все сразу прилетели, не ели, собрались, вот все в спортивных одеждах, никто не переоделся, не умылся, не побрился. К вам приехали. Но настроение какое? Вот самое главное, вот это вот богатое мышление, оно, понимаете, мы же приехали. Приехали. Мы живые, живые. Вы здесь есть. Все, а сейчас будем зажигать. Вот подход. А представьте, что мышление бедное. Ты начнешь, не спал, не ел. Ну, вот как это, жалеть себя начнешь, да? Ходить вот в это чувство в какое? Да, жалости. Вот богатые люди этого не делают. Они просто живут и помогают людям. Сегодня у нас, я вообще для вас программу классную привез. Она для вас будет полезна, эффективна, и все ее поймут. Уже сколько людей зашло. Ну, во-первых, смотрите, более 7 миллиардов людей нуждаются в здоровье, мечтают о здоровье, мечтают о том, чтобы путешествовать, мечтают о том, чтобы помогать людям, мечтают о том, чтобы у них были деньги, мечтают о квартирах, домах, да? Мечтают о призвании, мечтают получить какую-то карьеру, но 90% с лишним не имеют этого. Одиноки в семьях, болезни, не тот дом, не та квартира, не та машина, нет за границей. И знаете, я на чем себя поймал мысль? Я своим ученикам сижу и говорю, а представьте, насколько у нас время не теряется. Мы хоть и сидим, ждем в аэропорту, но мы в телефоне деньги зарабатываем. А все остальные сутки люди сидели сутки, и они-то деньги не зарабатывали. То есть плюс наш был, мы прямо сидели и зарабатывали деньги. Классно? То есть вот этот стиль жизни современный, он очень актуальный в настоящее время. И поэтому, в принципе, мы не потеряли время. Мы ответили, мы сделали заметки, мы сделали платную рекламу, бесплатную рекламу, и мы заработали денег. Поэтому вот это тоже мысль, наше время не теряется. То есть вот это очень важно. Теперь смотрите, что получается. Быть здоровым несложно. Быть богатым несложно. На самом деле это принятие решения. И сейчас я вам покажу, как любой из вас может зарабатывать. Причем легко. Несколько методов, самых простых. И я вам могу показать, как легко можно быть здоровым. Ну, человек, который не спал более суток, перед вами стоит, нормально говорит? Да. Вот видите, это значит, он знает что-то, как можно быть здоровым. Но так было не всегда. Я родился в том городе, где, к сожалению, экология была и есть не очень, потому что наш город окружен урановым заводом, потом нефтеперерабатывающий завод, цементный завод. И получается, друзья, что вот здесь мне 25 лет, я здесь опухший, дышать я носом не могу, душу ртом. Это пенсионер, там пенсионер, мне 25 лет. У меня пожизненная инвалидность, то есть я каждый день по рекомендации врача употребляю разные препараты. Это ингалятор в нос, в рот, жидкий кларитин, уфилин, димедрол. Несколько раз я умирал, мне делали уколы, потому что ты синий становишься, дышать не можешь.
И я никогда не дышал носом, потому что в носу была белая заложенность. Я всегда дышал ртом. Я стрессовал, спать не мог, и это было вот так. И ты начинаешь нервничать и круглогодично кашляешь, откашливаешься, отхаркиваешься, сопишь. У меня аллергия с астмой, пожизненная инвалидность, которая не снимается, ты состоишь на учете. Но, вы знаете, мне Вселенная, я благодарен Богу, что мне Бог дал инвалидность пожизненную. Я стал ценить жизнь, у меня нет теперь инвалидности, и я могу любому человеку рассказать, как можно быть здоровым. В смысле, это дано было для того, чтобы я потом человеку рассказал другому. Дальше. Я родился в бедной семье, для того, чтобы потом рассказать людям, как можно что? Заработать. Быть богатым. Вот в этом фишка. То есть я в жизни получил множество определенных испытаний для того, чтобы потом людям рассказать, что на самом деле жизнь не на что прекрасная. У меня вот здесь вот 2 шрама, вот здесь 2 шрама, здесь 11. Здесь, вот шрам, 7 миллиметров для сонной артерии не хватило. Здесь палец не сгибается. Вот. Здесь пластина железная стоит. Вот. Ну и множество в жизни чего было вот разного. Кредиты, трудности, проблемы, женщины. Ну, у вас тоже было, да? Я о чем говорю? Это все дано для того, чтобы ты прошел этот путь, переосмыслил этот путь, стал более глубоким, более богатым внутри, и речь-то не о деньгах. И жил, и радовался, и ценил жизнь. И помогал другим людям потом выйти из того болота, в котором они находятся. Поэтому я вот благодарю за все это, но хотя я никому из вас бы не пожелал это пройти. Ну, зачем? Можно на самом деле сегодня профилактировать болезнь, профилактировать бедность. То есть каждый из нас может что сегодня делать? Понимаете, друзья, каждый из нас может быть не дураком. Кто такой дурак? Это умный. То есть дурак равно умному. Умный все знает, ничего не делает. Ну, понимаете, кто такой умный? То есть умный, он, понимаете, от него воняет. Чем? Что вы мне рассказываете, да я вот это, да а посмотришь, вот я без шуток. Вот давайте разберем несколько умных категорий. Берем профессора, он умный. Есть мудрый профессор, есть умный. Я сейчас расскажу, в чем разница. И вот профессор, ему 52 года, и он рассказывает о здоровье. Вот он пришел в аудиторию, он рассказывает о здоровье. Ему всего 52 года. Вам, чтобы быть здоровым, надо правильно питаться. Вы должны жить правильно. Ну, то есть профессор 52 года. Вот такой кривой, вот такой толстый. И вот такого профессора учиться нельзя. Это умный профессор. Но не мудрый профессор. Дальше. Не, вы не обижайтесь, друзья. Я не 5000 рублей, чтобы всем нравится. Учитель финансов. Я вот как понял, тут, наверное, преподают что-то. Он преподает науку, как деньгами управлять, как финансами. Какая у него зарплата? Мизерная. Как он может вообще учить деньгам, друзья? Вы бойтесь таких учителей. Вы логически подумайте, о каких деньгах он может говорить, если у него денег-то нет. Берем религию. Муфтия, ну неважно, любой деятель, который религиозный, да? Ребята, нужно соблюдать пост. Сам вот такой. Вы понимаете, о чем я говорю?
Но я хочу обучаться у того человека, который говорит, надо соблюдать пост. Но он какой? Надо деньгами правильно управлять. А у него сколько денег? Вот, понимаете, о чем я говорю? То есть учитесь у кого? Не у умных, а у мудрых. Так вот, дурак равен умному, а умный дураку. И когда мы начнем вот понимать, да, друзья, это, то мы будем с вами, конечно, кем? Мудрыми. То есть мы будем не болеть, мы будем профилактировать болезнь. Мы будем не беднеть, мы будем профилактировать утечку в кошельке. И вот я вам показал, что в свое время мне наставники стали передавать информацию. Вот здесь 25 лет, вот здесь 30 лет. Ужас? Кто там такое сказал? Нормальный парень. Просто родился в городе урановом, да нефтеперерабатывающем. Плюс у нас медицина не профилактическая, а какая? Залечи, добей, замучай. Вот здесь мне 34 года. Но самое главное, вы должны понять, не все врачи плохие, не все религиозные деятели плохие, не все, понимаете, профессора плохие. Вот о чем я хочу сказать. Тот, кто соответствует, он что? Самый лучший. Здесь 34, то есть, видите, уставший, много проблемных. То вот я сейчас более суток не спал. Теперь смотрите, вот здесь 35,5. Но со временем я начинаю применять знания. Со временем я начинаю более правильно питаться, правильно мыслить, делать зарядку. Вот я был дураком, знаете почему? Я на тренинги ходил, но я не слышал. Я сидел, слушал, но не слышал. Я смотрел, но не увидел. В смысле, мне говорили, что делать, но я что? Был дурак равно умный. Либо умный равно дурак. И что в итоге-то произошло? Вот мне 35,5. Вот. А сейчас мне будет 1 мая 38. Есть разница? И вспомните, где мне было 25. Я не опухший. У меня все подтянулось, у меня лишнего ничего нет, я себя чувствую прекрасно, человек более суток не ел нормально, ну, скажем так, чуть меньше суток нормально не ел, больше суток точно не спал, но он получает удовольствие. А почему? Вот сейчас я объясняю. Потому что можно свое здоровье улучшить. Вот 700 заболеваний появляется, если ты стрессуешь. А от чего ты стрессуешь в основном? От того, что тебе не нравится. А что тебе не нравится? Кредиты же тебе не нравятся? А что ты их берешь? Дай попить. Значит, их брать нельзя. Берешь кредиты и от них же страдаешь. То есть поймите одно, стрессы от нелюбимого дела, от нелюбимой работы, от нелюбимой второй половины, от нелюбимых кредитов. Ну, то есть от чего они появляются? И более 700 заболеваний. Поэтому, друзья, закройте уши, если вы попали в жопу, то не надо страдать. Надо порадоваться, что вы в ней. Потому что мне наставник сказал, что дальше некуда. Поэтому, говорит, радуйтесь, потому что теперь у вас начинается, ну, понимаете? Ну, дальше-то некуда, поэтому все, хуже уже не будет. И когда вы начинаете это понимать, вы уже не стрессуете. Ну и что? Ну, есть кредиты, не будет. Ну, есть там трудности, что? Не будет. И вы начинаете жить. Танцевать, смеяться, петь. Все, уже болезней многих не будет. Дальше.
мысль, молитва. Потом вы берете воду, пьете воду 2-2,5 литра в сутки. В смысле ни фанту, ни колу. Мне вот некоторым хотелось это в самолете, когда летели, выкинуть с самолета учеников. Слышу, там сок заказывают в тетрапаках. Я уже год-два учу людей, что нельзя кушать сахар, что нужно правильно питаться, что нельзя пить сок в тетрапаках, потому что он не натуральный, он наоборот что? Вредит. Что нужно пить 2 стакана свежевыжатого сока в сутки. Что нужно пить 2-2,5 литра воды. Что жвачку нельзя жевать, потому что она вредна. Если жевать, то уж серу. Что нужно делать гимнастику. И вот, понимаете, год-два говоришь, а они как я, умный дурак, долгие годы. Вроде бы пришел, но не услышал. И вот вода, это все. То есть, когда вы начнете пить воду, вот стресс убрали, все, вы здоровы. Воду пьете, 2-2,5 литра. То есть, имеется в виду, ни минералку, ни чай, ни соки в тетрапаках, а вода. Все, чистая вода, теплая. 2-2,5 литра, вы будете здоровы. Дальше, правильное питание, об этом будем завтра говорить, что можно есть, что нельзя. То есть, начинаете правильно что? Питаться. И технология. В Японии в течение 10 лет будет более 1 миллиона человек, кто живет более 100 лет. А сколько человек у вас населения? Около миллиона. А там более миллиона, то будет жить более 100 лет. А посмотрите вашу статистику. По вашей статистике, по-моему, там долгожителей свыше 80 лет, там несколько человек. Ну, то есть, вот, если посмотреть, их там не 1000. Ну, то есть, посмотреть, вот, понимаете, о чем я говорю? Их несколько, то есть, их не так много. Представьте теперь 1 миллион человек, кто живет более 100 лет. 1 миллион. Ну, примерно, хоть представляете? Так вот, разница в Японии в том, что первое, японец не обидит японца. Японец не обидит человека. То есть, почему? Потому что философия. Дальше, японец двигается, трудолюбивый. Дальше, японцы не берут на работу, если он не потребляет правильное питание. То есть, больной японец на работе никому не нужен. То есть, там прямо вот устраивают на работу, и там подписывают документ официально. Представляете? Круто? В Японии нет такого понятия лечить человека. Там нет такой медицины. Вот знаете, как вот операция. Там есть медицина не довести человека до операции. Ну, то есть, заниматься профилактикой здоровья человека. И в Японии обязательно человек делает зарядку, обязательно молится, обязательно пьет воду, обязательно хорошо относится к людям и потребляет правильные продукты питания и технологии новые. А что такое технология? Это то, что продлевает жизнь. Я вот рассказываю.